И сейчас в студии РБК глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Здравствуйте. Традиционно мы с вами встречаемся на форумах тоже. Вы только что вышли с совещания, где обсуждались нацпроекты. Его вел Сергей Киренко. О чем там говорили? Какие проблемы были озвучены? Мы уже по ходу реализации национальных проектов, подготовки соглашений, подписывая соглашения с федеральным центром, с федеральными министерствами, губернаторы сталкиваются с рядом проблем. Эти проблемы были озвучены ранее, в том числе на президиуме Госсовета. И Сергей Владимирович Кириенко принял такое решение, что можно было бы по этим проектам дополнительно создать экспертные группы, поручив ряду губернаторам собрать все эти проблемные вопросы и еще раз обсудить эти проблемные вопросы, потому что решение этих вопросов все равно связано с Минфином, с финансированием и рядом других нормативно-правовых направлений. Вот по этому поводу собрались и, как мне показалось, очень конструктивно были озвучены проблемы, и параллельно были озвучены тут же и предложения выступающих губернаторов от имени всего губернаторского корпуса. И по большинству вопросов, которые были озвучены... Конкретно вы что озвучили? Для Ингушетии сейчас... Нет, не озвучивал. Там 7 губернаторов, которые выступали, которые были делегированы изучить проблему, собрать эти все проблемные вопросы и озвучить их сегодня. И в том числе по штрафным санкциям, невыполнение условия. То ли это дисциплинарное наказание, то ли это денежное наказание. В том числе и поощрение тех регионов, которые качественно выполняют задачи. Вопросы, связанные с процентными ставками, вопросы, связанные с различными секторами направлений, в том числе и взаимоотношения федерального центра с регионом, регионов с муниципальными, бюджетный кредит, коммерческие кредиты. То есть как по этому вопросу. Ну и нам понравилось, всем губернаторам понравились ответы Леонида Владимировича Горнина, который более чем грамотно все довел. И по большинству вопросов предложения, озвученных губернаторами, нашли понимание. А по ряду вопросов, да, нужно время, нужно проконсультироваться, нужно еще посовещаться. Одна из ваших проблем для Северного Кавказа – долги за газ. «Газпром» недавно выпустил отчет, в нем выяснилось, что в 3 раза эти долги уже выросли. На Ингушетию почти 7 миллиардов рублей приходится. Как, по-вашему, как нужно решать эту проблему? Ну, мы и ранее это обсуждали. Тот долг, который был там до 5 миллиардов рублей, была задача постоянно, в том числе и председателем правительства, провести ревизию этих долгов, потому что ряд долгов, которые там находятся, они не население, это разбаланс. И по разбалансу то, что есть изношенность и сетей и так далее. Ну и, конечно, есть долг, основной долг – это население. И по ряду причин, в том числе и платежная дисциплина отсутствие, ну и платежеспособность, в том числе населения. Сегодня проводятся на территории республики эксперименты по тому же сельскому поселению Канташево, по ряду населенных пунктов, где ставятся современные счетчики, где ведется учет, где уже нет практически нулевой разбаланс потери газа, где уже каждый получает квиток по именно использованию газа. И в этом случае мы уже выправляем ситуацию. Я думаю, что с каждым годом сейчас будет улучшаться ситуация. Мы на себя сейчас берем обязательства, в том числе и сегодня я разговаривал с представителями Межрегионгаза, берем на себя обязательства, подписываем соглашение там, где мы будем точно отвечать сами, в том числе и за бюджет, в том числе и за бюджет организации, ну и взаимодействие с Межрегионгазом по сбору платежей с населением. Так, чтобы и глава села, и глава муниципального образования тоже нес персональную ответственность. Ингушетия сейчас планируется подписать соглашение по экономии электроэнергии с МРСК Северного Кавказа к 2022 году. Обещают снизить потребление электроэнергии на 20%. Приоткройте, что это за программа и во сколько она будет обходиться бюджету Ингушетии? Ну, бюджету Ингушетии она не будет обходиться никак. Почему? Потому что мы дотационный регион, у нас есть соглашение с Минфином, и мы не можем за эти рамки соглашения выходить. Это раз. Второе, то, что будет меньше потребления, связано с тем, что будет все-таки работа по реконструкции сетей, электросетей. И за счет этого снижение, опять же, потерь электроэнергии.
И третье, конечно, это прямые договорные заключения и отношения строящихся крупных предприятий непосредственно с МРСК и их подсоединение к электросетям уже на основе договорных обязательств. Плюс мы планируем, и завтра будем об этом говорить, все-таки, чтобы МРСК, и также мы сегодня проговорили с газовиками по этому поводу, чтобы все сети передать за счет списания долгов, ну, или будем говорить, продать уже ресурсоснабжающим организациям, и в дальнейшем вот содержание этих сетей полностью повесить на ресурсоснабжающие организации. В Ингушетии статистика за январь-март этого года 2,7% – это рост промышленности. Один из самых высоких в России и самый высокий на Кавказе. За счет чего? То, что мы строим много промышленных объектов, и которые сегодня дают результат. Если брать буквально там завод радиаторных батарей, если брать завод полимерных труб, если брать предприятия алюминиевых профилей, если брать кирпичные заводы, буквально они начали там 2-3 года назад работать, и сегодня выходит на полную мощность. То есть мы видим, с каждым годом по прогнозу темпы роста они будут выше. Ну, если брать даже агропромышленный сектор, у нас к 2022 году на полную мощность выходит сад-гигант. Если сегодня он дает там... Это который недалеко от Магаса находится? Недалеко от Магаса, там, недалеко от аэропорта, так называемый, да. Он самый крупный в Европе. Он на выходе в 2022 году даст там 60-80 тысяч тонн фруктов, да. То есть у нас с каждым годом будет расти там в процентном соотношении, наверное, только по саду гигант на 40, на 20, на 10, 20, там 40% рост различной продукции. Тот же сейчас агропромышленный комплекс Сунжа, который мы 10 гектаров сейчас открыли, с каждым годом там он будет наращиваться еще по 10 гектаров. Вот представьте, сколько процентов, ну почти там под 100% роста будет там продукции, которая выпускается с этого комплекса. Итак, вот те предприятия, которые неустойчивы в плане развития оборота, а с каждым годом прогрессируют в этом направлении, они дают рост, вот, колоссальный рост вот этого промышленного роста. Сельхозпродукции, промышленной продукции. Не могу не спросить про соглашение с Чечней по земле. Мы тоже с вами осенью это обсуждали. Не так давно опять недовольны активизировались. За счет почему это произошло? И что сейчас происходит на тех территориях, которые Ингушетии отошли от Чечни? Да. Ну, то, что вот в этом году активизировались, это было связано не с границей с Чечней. И слава Всевышнему, что уже там стабилизировалось, и люди успокоились, и большинство понимали, что это верное решение, и это радует. Почему? Потому что мы видели в прошлом году, да и в этом году, что больше было связано с тем, что людей вводили в заблуждение те, кому это хотелось сделать. Сегодня на территориях, которые не отошли Ингушетии, я бы не говорил, что там отошли к территории Чечни или Ингушетии. Да. Мы подписывали соглашение по устоявшиеся с 90-х годов. Они как были за Ингушетию, так остались за Ингушетию, как были за Чечню, так остались за Чечней. Но мы развиваем эти территории, прокладываем дороги. Если раньше мы этим не занимались, с учетом неустойчивости границы или там неустойчивых вопросов, то сегодня мы, и чеченская сторона этим занимаемся вплотную. Прокладываем дороги, предлагаем жителям развивать те населенные пункты, которые по ряду причин были оставлены людьми, в том числе Датых и Верхний Алкун, чтобы нарастить. Ну и, конечно, просим федеральный центр, с учетом того, что мы дотационный регион, просим федеральный центр по различным программам, а есть такие программы развития сельских территорий, в том числе по линии Минсельхоза, просим нас поддержать в этих проектах и оживить вот эту территорию и вдохнуть туда жизнь. В том числе с учетом привлечения малого и среднего предпринимательства, инвестиций, ну и развития крестьянских фермерских хозяйств. Да, хорошо, спасибо вам большое.